Здравствуйте. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Александр Паук. Какого года рождения вы? 7 октября 1928 года. Где вы родились? Родились в деревне Чахец Пружанского района Брестской области. Какое-то время тому назад к вам заезжали мои коллеги, и вы рассказывали им о ваших воспоминаниях, связанных со Второй мировой войной. На этот раз мы приехали, чтобы заснять ваши воспоминания на видео. Для начала скажите, пожалуйста, когда началась война в 1941 году? Где вы проживали? Так, война началась 22 июня 1941 года. Семья наша, в том числе я, жили в деревне Чахец Пружанского района. А сколько членов семьи было у вас? Так, я и еще 3 младшие моей сестры. То есть вы старшие? Я самый старший. И вы были вместе с мамой, с отцом? Да, все были проживали вместе. там? Вся наша семья. Отец, мать, я и 3 младших сестер. В Чахце у вас в деревне, там жили евреи до войны? Так, у деревни на это время не было евреев. Жили, поляки. Поляки только жили. Поляки. Извините, у нас была маленькая техническая проблема. Так я Хорошо. спрашивала вас про то, если жили евреи в вашей деревне. Не было. Не жили. Still have it. Maybe we will give up the backlight. О, Боже. Мы поменяли все-таки свет, так что давайте мы продолжим. Пожалуйста. Вы говорили, что евреи у вас не проживали. Не проживали. Были какие-то знакомые евреи из других мест до войны? Так, было много знакомых евреев с города Пружаны, А где эти пружаны Брестской находились? области. Брестской области. А как далеко от вашей деревни эти пружаны были? Так, 8 километров. То есть сравнительно очень близко. Да, много было знакомых. Вы помните кого-то по фамилии или по именам? Многих помню, потому что отец мой знал многих евреев города Пружаны. И я туда часто приезжал. Знал, допустим, Юдевичи. Юдевичи, это фамилия такая, Так, да? так, Семья? фамилия. Семья Юдевичей. Семья Каплан. А чем они занимались? По-разному. Одни, Каплан имели в Пружанах свою паровую мельницу, лесопилку. Юдевичи позже стали уже, он моим учителем, а она была акушеркой, врача в роддоме. И многие другие. Неоднократно с отцом мы посещали и пивзавод, и другие места. Я даже посещал синагогу, поинтересоваться, что там делается. И в магазины, в которых торговали в основном евреи. А чем ваш отец занимался? Отец был крестьянство, отец и мать крестьяне, и работали на сельском хозяйстве. Свою продукцию надо было продавать. Продавали, как правило, пружаны. Поэтому как бы все эти отношения Да, и поэтому и все знакомства. стали знакомыми. Они запрошали нас, мы им привозили то другое и так далее. А вы все время как учились в Чахце или учились в Пружанах тоже? Нет, я сначала учился в Чахце. Там начальная школа 4 классов. А уже дальше, уже после войны, то я уже с 7 класса учился в Пружаны. Пружаны Брестской области. Вы видели, что случилось с евреями в годы войны в Пружанах? Так, видел, что началась война. Затем мой учитель, который был в деревне Чахец, так он, его жена, дочь Сви, жена Регина, дочь Сви, их родные, и, как и другие
евреев, пружан, были согнаны в гетто. В гетто я навещал несколько раз, приносил в семью Юдевич продукты питания. Мой отец тоже навещал своего друга, вот, Моисея Меровича, а я буду его именовать Моше Юдевича. В Пружанах приносил питание его семье. То есть эта семья, Юдевич, муж и жена, они были учителями в вашем селе? Он был В деревне? учителем, а она не работала пока, но жила тут с ним в школе, где я учился, в деревне Чахец. То есть сами они не из деревни были? Из Нет, Пружан? они из Пружан. Но они работали там, Но они получается. работали в деревне Чахец. Он учителем начальной школы, а она Домохозяйка. домохозяйка. Да? И у них была дочь. У них была дочь. Сколько лет примерно дочке Так, было? родилась в 1939 году, по-моему, 19 декабря. Совсем маленькая дочь. 2 годика там с чем-то. Вы видели, как их забирали из вашей деревни? Нет. Когда началась оккупация нашей территории, то школу в деревне Чахец закрыли. В школе разместился взвод немцев. Целью этих немцев было так поимка партизан. И чтобы облегчить себе задачу, они издали указ, согласно которому каждую ночь по 10 человек селян должны патрулировать деревню. И если обнаружат партизан, быстрее сообщить немцам. Быстрее сообщить немцам. В это время уже мой учитель, его жена, дочь находились в Пружанском гетто. Подождите, то есть гетто, получается, что организовали сразу после того, как немцы вошли в Пружаны? Да, сразу же, как немцы вошли в Пружану. Буквально Только в первые дни? в первые дни только сначала не было колючей проволоки, был доступ более-менее свободным, а вот в дальнейшем уже появилась колючая проволока и так далее. А как они оказались в этом гетто? Они сами туда пошли или их повели туда? Так, они приехали в Пружаны к своим родным, Это сразу как война началась? как война началась, ну и оказались все в гетто. Ага, понятно. А вы это гетто, когда оно только сооружалось, вы видели его? Видел. И что оно не внесено было проволокой колючей. И что там было? Расскажите. Можно как было выглядело. зайти туда, в гетто. Ну вот я ходил, носил продукты питания своему учителю и его семье. Часто мой отец навещал своего друга, Моше Юдевича, и приносил еду семье. Там что собой представляло вот это гетто, пока Так. оно еще не было обнесено Так. проволокой? Там сразу же в гетто образовалось еврейское самоуправление, Юденрат. Ну, на этот Юденрат возлагалась охрана жителей гетто, ну и все остальное. То есть вы видели этот Юденрат как людей, которые служили в Юденрате? Да. Как они выглядели? До этого сначала, после войны, с Пружан каждый день направляли много людей, евреев, к железной дороге корчевать лес, чтобы партизаны не могли взрывать железную дорогу. Так, каждый день там человек 100, а то и больше. Утром мы шли туда, это 8 километров, а туда еще 10 километров. А вечером назад. Их сопровождали свои евреи, с нашивками. А что за нашивка такая была? Точно я вам не могу сказать, какая. Ну, как она выглядела? Что-то тут на рукаве, какая-то
Ну, нашивка не черная, что-то желтоватая такая, нашивка какая-то. Ну, и это уже были, ну, их, ну, так сказать, конвоиры вот этих евреев, которые шли корчевать в лес. А как вы знали, что это именно евреи идут корчевать лес, а Так не это другие? мы жили с краю деревни, и видим, это я же знал, что всех многих евреев по пружанам, да и по национальности видно, по этому. А затем То есть после... если я правильно понимаю, вы узнавали в той колонии конкретных людей? Конкретных людей, и, следовательно, и всех остальных, что они еврейской национальности. После того, как и шли они оттуда железной дороги домой, часто заходили к людям в дома, к нам приходили часто. А им разрешали? Разрешали. Ой. И они как бы заходили... Выходили, приходили, им давали, ну, допустим, картошку, хлеб, там, что-нибудь, яйца, Но давали. Я не понимаю, потом конвой... И позже они догоняли свой конвой там и продолжали дальше. Или позже так они догоняли конвой. И там в этом конвое там только мужчины были? Только или мужчины, женщин не было. Мужчины. Это молодые мужчины или постарше? Разные и старые. Это в первые месяцы. Ну, давайте так говорить, в 41 году. Там были и старые люди. Вот сейчас вспоминаю один даже, ой, ну, немножко психически больной. Вы помните его имя или Да, фамилию? помню его, там Йосель его называли, фамилия не Йосель. Он идет тоже, ходив, что-то себе говорил себе так под нос. Ну, забежит даже к нам, кто им даст. Тому-то смотрю, картошки насыпью туда ему мешок. Хочешь хлеба дам, а то сами пекли. Он спасибо, себе пошел. И многие другие. А как вы знали тогда, что вот эта специальная как бы охрана внутренняя еврейская называлась Юденрат? Ну, ты узнал тогда, как их называли, что раз вот это сказали же люди, что это, ну, еврейское самоуправление. Ну, и назвали так, ну, еврейское. И вот рад право. Ну, вот так, я же уже позже немножко так сообразил, что это значит. А так я не знал, как переводить. А тогда там, когда вот еще не было ограждения вокруг гетто, Так. тогда там тоже охраняли немцы или полицейские? Нет, не немцы, полицейские, а в принципе никто не охранял вначале, а возлагалось, ну, на это на самоуправление. Там, ну, выделялись лица и охраняли. Какую площадь приблизительно занимала вот это гетто? Ой, почти, понимаете, половину города Пружан. Половину города. Районный центр. Насколько я так помню, что там в Пружанах было более 90 тысяч евреев. Все это время евреи из гетто, они носили на себе какие-то знаки опознавательные? Эти, которые шли к железной дороге, не носили. А люди внутри гетто носили? А внутри гетто, честно говоря, я не помню. Логически должны носить, но мне не запомнилось. Я больше запомнил, что они ходили без знаков на груди. И когда потом уже поставили как бы забор вокруг, или как они оградили это гетто? Да, заборы с колючей проволокой. Это уже в следующем году, в 1942 году. Это вы не помните, было весна или лето, или не зима? Не могу сказать, когда это все прошло, давно уже было. И какие заборы? Заборы. Что они собой представляют? Ну так, высокие заборы и обтянуты колючей проволокой. Вот это нам не помнится. Были какие-то входы, выходы, куда ворота? Были ворота, куда можно было войти и выйти. В нескольких местах. Ну, в частности, помню, что ворота, выход сюда, в сторону нашей деревни Чахца, большие ворота. И кто-то охранял эти ворота?
Так, да, там свои стояли. Можно было получить разрешение у самоуправы Юденрата и зайти в гетто. Чем воспользовался несколько раз отец. Вам он рассказывал, что он видел? И рассказывал, что он видел. Более того, даже ему разрешили там прийти к зубному врачу, лечить зуб. Угу. И что он говорил после этого? Как там внутри? Какие условия? Как жили люди? Какие условия в гетто? Стесненные. Очень стесненные. Людям было там плохо. Он видел ваших знакомых, этих друзей? И знакомых, и к ним заходил не один раз, приносил тихонько еду, чтобы особенно не видели, особенно полицаи или немцы. А вы, я так понимаю, что не заходили ни разу после того, как гетто заградили? Не заходил. Я тогда не заходил уже. И сколько времени примерно это гетто существовало там? Так, существовало гетто до 28 января 1943 года. 28 января 1943 года немцы начали вывозить и уничтожать узников гетто. 28-го. Откуда вы так хорошо помните дату? Ну, я ж позже помню, затем же письмо мне писал он и так далее. Поэтому я помню еще и по записи в книге. Ага, то есть по записи, вы прочли какие-то книги тоже, его, мемуары, вот это, да. мемуары поэтому. И вот уже Моше Юдевич и его жена Регина так спрятались в подвале полуразрушенного дома. Это когда стали вывозить? Когда стали вывозить. И там находились 3 недели в подвале. И позже, 17 февраля 1943 года, ночью они выбрались из подвала и пришли в наш дом, в деревню, в Чахец. Моше постучал в окно, увидели родители, кто-то пришел, сразу же отец открыл им дверь дома. Моше попросил, чтобы их спасли, укрыли от преследования немцев. Знаете, что я хочу спросить еще? Вы сказали, что стали вывозить из гетто. Вы видели что-нибудь, как вели их, или Нет, как вывозили машинами? Вы слышали что-нибудь? Слышал то, что была команда за пару дней до того, как их евреи вывозили из гетто, чтобы пружаны, люди, приехали на своих подводах. Таких подвод, не знаю, сколько, 500-600. Для чего эти подводы? Чтобы возить евреев из гетто. Вы сами как бы лично слышали от людей, вот, что им приказали идти с подводами? Слышал, разговоры идут, что вот приказали там и там людям ближайших деревень явиться туда-то, туда, на 28-е. Из Чехца тоже люди поехали с подводами? Не могу сказать, не знаю. Но было и так. Мы немножко дальше. Видите, 8 километров, а там ближайшие 2 километра, 3 километра. Вот этим людям было приказано. Точно. А потом, когда вывозили, вы не видели этих подвод с людьми? Не видел. Не видел. Знаете, куда их повели? Повезли в Оранжице где-то к поезду. И куда дальше, не знаете? Дальше не знаю. И я-то уже позже знал, сейчас, что тогда в Освенцим, польский лагерь концентрационный. Понятно. Авшов, или как он называется. А через 3 недели, вот после этого случая, к вам постучались эти ваши знакомые, друзья. Так. И вы говорили, что у вас в семье
было 3 детей, причем 2 даже младших вас. Да. Ваши родители не боялись, как принять еврейскую семью? Так вот, постучали беглецы в окно и попросили укрытия. Отец сразу же открыл им дверь и впустил в дом. Моше Юдевич спрашивает, что будет с нами? Это я слышал, это я вам рассказываю. Отец говорит, что будет с вами, то будет с нами. Ваша судьба такая же, как и наша. Родители, отец, мать, их 4 детей, со мной 4. Так, знали, что за укрытие евреев могут всех расстрелять. И не только их, а их родственников. Впустили беглецов в дом. А позже их обогрели, накормили и отвели в сарай на сеновал. И тут сказали, я и моя сестра, младшая за мной, Лидия, тайком, чтобы не знали соседи, не заподозрили ничего, носили скрывающимся у нас на сеновале еду, воду, все необходимое для жизни. Для конспирации в сарае сделали стойло для кабана. Туда поместили кабана. Это позволяло нам в любое время зайти в сарай, кормить кабана и смотреть за ним. А они были вместе с дочкой? Нет. Дочка уехала на гибель с родителями, с родными, то есть с бабушкой и с дедушкой. То есть к вам пришли только муж То и жена? двое, муж и жена. Они скрывались только 2. Вы скрывались от соседей, потому что думали, что ваши соседи могли выдать вас? Обязательно. О том, что у нас находятся евреи, не знали не только соседи, наши родственники и даже мои 2 младшие сестры так и не знали до конца войны. А то выдали бы. Вот так это было. Так вот продолжалось многие месяцы. До тех пор, когда отец, связной партизанского отряда бригады имени Чапаева, получил разрешение на присоединение Моше и Регины к партизанскому отряду. Это же не сразу все было. Так, наконец, получив разрешение, отец рассказал, как найти партизан, нарисовал карту леса, а я же с сестрой в одну из ночей проводили Моше и Регину до опушки леса, выбрав время, когда происходила смена немецких постов, патрулирующих деревню и окрестности леса. И так Моше и Регина благополучно добрались до партизанского отряда и стали партизанами партизанского отряда имени Маленкова, бригады имени Чапаева. И начали сражаться с оккупантами. Сколько приблизительно времени они провели в вашем доме? Так, Моше Юдевич говорит, что месяц, то есть 17 января 43 по 18 февраля 43. Мы же, ну давайте так, я помню, что они у нас были много месяцев. И как я помню, что они ушли от нас 7 ноября 43 года. Да, то есть разные воспоминания. То есть разные воспоминания. Ну, не умаляю достоинства, сколько они у нас были, но они храбрые люди, молодцы. Вы говорили, что вы так
как пытались так серьезно оберегать ваш секрет, потому что, я понимаю, было очень опасно. Очень. Вам известны случаи, когда местные жители предавали каких-то спрятанных евреев? Или вы слышали о случаях, чтобы кто-то другие, поляки или белорусы, украинцы, были убиты из-за этого? Ясно. Так, лично я не видел, как немцы уничтожали евреев. Но слышал неоднократно, как гестапо расстреливали партизан, евреев и людей, укрывающих евреев. Это у меня примеров было. Такие случаи были около Пружаны, затем в других городах Пружанского района, где за укрытие евреев расстреливали целые семьи. То есть были такие слухи, Были, люди говорили об этом? Были такие. Я вспоминаю такой случай, который произошел в нашей деревне. После войны, это уже стало известно всем, а так в первые месяцы оккупации многие жители деревень, в том числе и нашей деревни, брали к себе в дом военнопленных. Их отпускали. Советских военнопленных? Советских военнопленных, солдат, офицеров. Ага. Немцы расстреливали только комиссаров и членов партии. Ага. Много таких людей в нашей деревне. Вот в одном доме, вспоминаю, было два таких, Курман и Тулюгон. Это их фамилии? Фамилии такие, не знаю, из Казахстана. У нас, в нашем доме, была одна осуждена на принуд работы, Анастасия, взяли, помогать по дому. У моих тетки взяли там из Саратова такого-то. Даже один офицер пристал впрямую, как бы говорить, к одной сумасшедшей, бесноватой. И такое были. И вот один по фамилии Дыба Павел, житель Чахца, тоже взял к себе домой капитана, летчика. Я ее, как сейчас хорошо вспоминаю, высокий, стройный, с рабинками на лице. Этот оказался предателем. Дыба Павел был связан с партизанами. Ну и мы хорошо знали он нас. А его фамилия и моего деда по матери даже одинаковые, Дыба, родственники какие-то. Так вот, вот этот предатель выдал вот этого Дыбу Павла. Приехали жандармы, пришли к ним домой, и он по чистой случайности спрятался в соломе. Не нашли. Забрали жену, 5 детей. С одной, самой старшей Валентиной, я учился, сидел за одной партой, где учителем был Машаевич. И отвезли в Пружаны, в городок, военный городок, и расстреляли всю семью. Это я свидетель. Они расстреляли их там публично? Как бы? Туда отвезли, Да. и там расстреляли. Я не видел, но так сказали, что там расстреляли. Потом их семья хоронила или никто Нет, не знает даже неизвестно где что. Сказали, что там расстреляли. где? Просто пропали, как бы больше не Пропали. Но вернулись. там сказали, кто знал, что их расстреляли. Дыба Павел ушел в партизаны и стал партизаном, начальником одной из отрядов. Вот это я могу засвидетельствовать, что было. Так, слышал много раз, что гестаповцы расстреляли евреев и семьи, те, которые их спасали. Но сам не видел. А вам известны еще какие-то случаи, когда евреи из Пружан или, не знаю, из других мест, как
когда им удавалось спастись, ну, спрятавшись у кого-то из местных? Так, это опять из книги, и что говорил мне Моше Иудевич. А так, что мы знали, что с Пружан некоторые евреи ушли в лес к партизанам. Знали это. Да. Ну, что с ними было? А оказалось, что недалеко Ружан. Так, 9 евреев-партизан были расстреляны немцами по своей глупости. У одного из мужиков взяли корову, зарезали ее и тут же повезли в лес к своей землянке. По крови немцы обнаружили их, и там их расстреляли. Они особенно не охранялись. Это мне известно. Скажите, пожалуйста, а что случилось со всем имуществом этих евреев из Пружан? Так, имущество их немцы куда-то вывозили, другое имущество разворовали, ну, мещане, жители Пружан. А вы видели, как немцы вывозили это имущество? Не видел. Откуда вы знаете? Вот то так было. Даже видели, как мещане там грабили там все. И что они вывозили? Что им не знаю, что там что-то лучше вывозили. И так говорили, что немцы вывезли основное ценное. А неценное уже разворовали мещане. Я после этого сам зашел в Пружаны посмотреть на вот эту разруху. Зашел в синагоге разруха, на полу валяются бумаги какие-то, кубики, в которых какой-то папирус для молитвы. Это я все сам видел. Но я лично ничего не брал, там нельзя брать, там уже мало что, видимо, осталось, разграбили. А вы видели, как грабили эти местные, как они таскали Нет, какие-то не вещи? видел. Ничего Я не видели? слышал, что вот то, позже говорят, вот это то забрал, то забрали. И какие вещи брали, например? Все, что можно было. Кто даже, что там было? Могут и дрова, могут и доски, могут одежду, могут мебель. Ну, что можно было? Окна вытирали. Что можно было забрать из дома, все забирали. После войны в Пружанах оставались евреи? Так. Позже приехали несколько семей евреев. Это позже, после войны. Так, семья, ну давайте так, после войны Моше и Регина поселились в городе Кобрине, Брестской области. Он стал директором средней школы Кобринской. Она работала в родильном отделении Кобринской районной больницы. У них родилось 2 детей, Виктор и Горвей. Так. А девочка ихняя маленькая? Погибла вместе с родными в лагере. Так. И в 1947 году, семья Юдевич эмигрировала в Израиль, а потом и в Соединенные Штаты Америки. До 1973 года мы переписывались, а затем под запретом местных властей переписка была приостановлена с нашей стороны. И только в 1993 году по инициативе Моше Иудевич переписка восстановилась. Вот. Далее Регина в 70-х годах умерла, Моше Иудевич женился повторно. Затем сменил свою фамилию и имя на Морис Сорид. Морис
Сорид. Да, и живет в настоящее время в своей квартире в Нью-Йорке. Имеет много внуков и правнуков. В феврале этого года, 2007 года, ему исполнилось 100 лет. Он еще находится в относительно хорошем здравии и ясном уме. В 2007 году вышла из печати его книга мемуаров под названием «Одно большое чудо». Один экземпляр мемуаров он мне выслал. Я еще вот что хочу спросить. Пожалуйста. В те годы военные, видели ли вы когда где-нибудь повешенных людей или убитых людей? Или как арестовывали, как избивали людей любой национальности? Ясно. Лично я не видел, как арестовывали, как расстреливали. Ну, арестовали были и мою маму. Вашу маму? Мою маму. За что арестовали? А просто так пришли в конце войны полицаи, пойму, никто я знаю, забрали, повезли в Пружаны. Там подержали пару дней, отпустили. За что? А ни за что. Поймали, приехали в деревню, поймали, кого поймали, арестовали. Причины никакой. Неизвестно. Так что я лично не видел, чтобы вот взяли, арестовали. Еще такой вопрос про этих советских военнопленных. Вы говорили, что часть отпускали, как бы Так, по домам. Так. Были и такие, которых задержали, как в изоляции, которых где-то закрывали, или вы не знаете? Они находились в лагере для военных пленных, в городке недалеко от Пружан. А дальше их, не знаю куда, эвакуировали. В каком городке это было? Около Пружан. Называется военный городок. Ага, просто военный Военный городок. Там когда-то были воинские части Польши, затем вот, Красной Армии. Ну и тогда там и немцы уже находились. Их там содержали под Там стражей? а позже куда-то их эвакуировали. А долго их там держали? Не могу знать. Не знаете. Вы Не никогда этот городок не видели, как этот лагерь? Видел, и сейчас езжу там, там. Но когда там держали военнопленных, вы не видели? Не заходил, не видел там. Но можно было вот так, рассказывали, что можно было прийти к охране, дать им сало, яиц, масло, и можно забрать себе несколько человек домой. Так, так как и делали. Охраняли там немцы или полицейские? Немцы. А вы когда-нибудь видели конвои с военнопленными? Нет, не видел. Никогда. Тут не было, не шли около нас. Хорошо. Вы не знаете, в те даже первое время войны или первые военные месяцы коммунистов тогда не убивали? Коммунистов, комсомольцев? Так, тоже не видел, но слышал, так оно и было. Расстреливали немцы пленных коммунистов и комиссаров. Это такие разговоры шли? Такие разговоры. Но конкретных случаев Нет, вам неизвестно? не видел. А не слыхали про цыган? Не расстреливали тогда? Разговоры были, что такой участи достигли и цыгане, и цыган расстреливали. Но я не видел. Понятно, спасибо вам большое. Пожалуйста. Мы закончим здесь. У меня будет еще несколько вопросов, если можно, к вам. Пожалуйста. Я хочу вернуться к тому периоду, когда ваши знакомые евреи, они спрятались у вас в доме. Я хочу спросить, какие отношения были тогда между вашими членами семьи и ими? Так. Отношения нашей семьи и Моше и Регины были дружескими. И им проносили еду, воду, предметы ухода и все необходимое.
Вы помните какие-нибудь истории маленькие или какие-то специфические воспоминания, которые как бы остались у вас в памяти, вот именно связанные с тем временем, когда они прятались у вас? Так, вспоминаю такой случай, что пришли в сарай немцы, забрались на сеновал высоко и металлическими штырами Щупали, просматривали. щупали сено. Я это вспоминаю. Вот такой случай. Но они спрятались глубоко туда, в сено, сверху, Так что не накрыто достали. сено. Никто ничего не обнаружил. Каким образом? Или кто-то догадывался, или что-то так. Вот такое вот вспоминаю. Но, а так получалось, что принесет сестра, допустим, еду. Я беру лестницу, ставлю ее высоко туда, на сеновал, и в ведре спускаю еду, воду и так далее. А оттуда заберу все там необходимое, что все это. Ну и вот, это я, эта сестра младшая этим не занималась. Это на меня было возложено все. Ну, то есть доставить им еду, воду и забрать оттуда, первую жизнь сделать. Вы их когда-нибудь видели, как они выходили оттуда из... Нет, я не видел, как они выходят там ночью. Днем-то ясно, что они выходили. А ночью, если выходили, то я никогда не видел. Так Я что, в принципе, вы даже не общались не совсем. общались. Ну, я занесу, поговорим с ним тихонько, да, забрал и пошел. А так, отец-то приходил вечерами, забирался туда, и вели с ними разговоры. То есть ваш отец, он все-таки Да, заходил да, туда? возможно, и каждый день, каждую ночь. Вот. Вот. А возможно, и днем, когда тут можно закрыть снаружи было, или мы подсматривали, что никого нигде нет. А я только так говорю, отдам им еду, заберу то, поговорим, как, что и все. О чем вы разговаривали? А вы, ну что там слышно у нас? Я говорю, вот так расскажу, что тут вот немцы, то приходили партизаны, то тут гестапо приезжало, то мы удирали, а то было, что гестапо приезжало не один раз, хотела жителей уничтожить. Вот. Ну, так и все вроде обходилось спокойно. А почему так? Потому что комендант вот этого взвода немцев, майор, как я сейчас помню, с черным крестом на груди и без левой руки, не умел разговаривать ничего на русском, но он сразу идет к начальству гестапо, и что там говорят, это я сам слышал и видел. Говорят, что уезжайте отсюда. И те уезжают. Как это случилось, тоже могу вам сказать. То, что я знаю, то да, знал, не то, что. Так, партизаны взяли этого коменданта, называется, в плен. 2 дня держали там ему. И сказали, смотрите, чтобы все было тихо, крыто в деревне. И если расстреляют жителей, то мы вас сразу тоже расстреляем. И отпустили. И они, немцы, ходили по деревне с собаками, там насвистывали и так далее. Не боялись. Один случай тоже, эпизод такой. Но это вам известно все от других? Нет, это я сам. Но вы же не видели, что его забирали партизаны Нет, на 2 так дня? позже мне партизаны говорят. Что говорили? То есть с рассказов? Все с рассказом. Вот сам видел, что к одной женщине приходил немец. Ото звали ее, не знаю, как фамилия. Ото. Вот. Приходил немец. А тут на улице повозка. В повозке лежит партизан. Этот подошел к партизану, но тот думал, что будет же тут борьба. Выстрелил в его. И выстрелил. Пуля прошла через дом, и в другом противоположном доме
на кровати убило мужчину. И мужчину знаю я. И слышу, вот этот Ото бегит по деревне, а тот нас было там через дом. И кричит: бандиты, бандиты, бандиты. Побежал туда. Ну, через полчаса, не помню, 45, пришли уже немцы, идут себе так это, сюда-сюда, посмотрели. Ну, нет бандитов, и пошли. Позже это Ото отправили на фронт. Таких дураков держать не стали. Вот это я вам рассказываю, что я видел. Какая фамилия или имя этого мужчины, которого убили? Тоже, ой, как же, Дознава. Ой, не помню. Не, ничего страшного. Убили, вот это и хоронили, видел, и все, это я уже видел. Вот и такой случай был, это я уже видел. Еще я хочу спросить, после войны, после того, как Моше уже и Регина, они отправились жить в другой город, вы с ними поддерживали отношения? Поддерживал отношения, встречался с ним не раз. Он приезжал к нам, Кобрин от Пружаны, 30 километров. Они приезжали к вам в гости? Да, приезжали в гости не один раз. И разговоры вели, и так далее, обо всем. И даже меня спрашивал: ну вот собираемся ехать в Израиль, как вы? Я говорю: смотрите сами, вам виднее. Вроде я и должность неплохая, директор Кобринской средней школы. Ну вот поедем, ну, езжайте. Это. И когда вы встречались, были разговоры о войне, были разговоры о том периоде, когда вот они проводили в вашем доме? Ну, обязательно вспоминали прошлые события, там, как вам там, ну вот так, что-то рассказывал, кое-что так, этого. Ну вот так уже меньше, уже ж мирное время, уже, ну как жизнь, как ваша, как наша, вот так это. А ваши родители, или вы навещали их там? Я-то не был, отец был в Кобрине, был у них. Он навещал их? Навещал их. У них там домик уже, ну, квартира и так далее. Навещал родителей. После того, как они уехали в 47-м, как бы вы сразу стали переписываться? Сразу. Сначала письмо пришло от них нам из Варшавы, из Польши. Они мигрируют через Польшу. Затем несколько писем с Тель-Авива. Это, ну, я читал, поэтому их в разных сейчас есть, я уже не знаю. А затем уже, ну, с Нью-Йорка, там в районе Бруклина. Он все описывал там, как это, что, как они там живут. И так до 1973 года. А затем, я сказал, под давлением местных властей переписка с нашей стороны была прекращена, с нашей. И вам сказали, что просто не писать? Не писать и не получать ни писем, ничего. Более того, меня с третьего курса Минского мединститута исключили за то, что я в автобиографических данных, в автобиографии при поступлении в ВУЗ скрыл, что за границей имеются родственники. Это касалось, ну вот, Моше Иудевич и Регины Каплан. Но они, разве они родственники? Да Они никакие же не не родственники, но это чтобы навредить мне, только видите, что делали. И исключили, 11 месяцев не был студентом вуза, покуда не добился в всех инстанциях в Минске и в Москве восстановления. Говорили, что ничего не будет. Нет, добился. То есть вы доказывали, что они не родственники вам? Что не родственники, а просто спасенные нами люди. И поэтому я не писал в автобиографии, что за границей есть у нас родственники. Вот так получилось. Понятно. Поэтому пришлось мне доказывать это и у администрации медуниверситета, и министра здравоохранения, и председателя Верховного Совета БССР, и председателя Совета Министров, и первого секретаря ЦК, и председателя Верховного Совета СССР Шверника, и у приема Сталина. И через 11 месяцев собрали комиссию, послали туда, в деревню к отцу, поглядели, что тут я, ну, не враг народа, ничего, и восстановили.
А когда вам говорили, что приостановить переписку, Да. то как вас вынудили написать какое-то письмо им, чтобы они прекратили писать, или вы просто автоматически Нет, перестали? сказали, не отвечайте на письма. Ага, так что вы перестали отвечать Так, на письма. перестали отвечать на письма, что и, перестали отвечать на письма. И все, ну, те поняли, в чем дело. Он же понимает, был тут, знает, что это такое, что за система. Вот так. Спасибо большое. Пожалуйста.